Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан осудил покушение на Дональда Трампа. В Брюсселе презентовали клип к юбилею Махтумкули. Туркменские предприниматели представят свою продукцию на выставке в Ташкенте и другие новости. Дети, находящиеся на лечении и восстановлении в детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадак, получили подарки от имени президента Туркменистана и национального лидера туркменского народа. Подарки были вручены по случаю трудовой победы хлеборобов Туркменистана. 13 июля состоялось 6-е заседание Меджлиса Туркменистана 7-го созыва, на котором рассмотрен и принят ряд законов. К участию в заседании были приглашены представители ряда соответствующих министерств и ведомств, а также средств массовой информации. В Туркменистане с глубокой озабоченностью восприняли вести о покушении на жизнь 45-го президента США Дональда Трампа. Туркменская сторона решительно осуждает этот акт насилия и желает Дональду Трампу скорейшего выздоровления, говорится в заявлении МИД Туркменистана. 13 июля во время выступления Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании началась стрельба. Экс-президент США получил ранение в ухо. Еще 2 человека пострадали, 1 был убит. В посольстве Туркменистана в Бельгии прошла презентация музыкального видеоклипа, посвященного 300-летию туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Клип на рэп-композицию о Туркменистане, исполненную бельгийским артистом Тони, был снят в знаменитых локациях Брюсселя и в самом посольстве. Посол Сапар Пальванов подчеркнул значимость Махтумкули Фраги для туркменской культуры и мировой литературы, процитировав отрывок из его стихотворения «Лучше». 15-16 июля этого года в Ташкенте состоится масштабная национальная выставка туркменских товаров, сделана в Туркменистане. На выставке свою продукцию представят более 60 туркменских компаний из различных секторов экономики, демонстрируя широкий спектр товаров и услуг, производимых в Туркменистане. В Пекине состоялась церемония открытия Года культуры Туркменистана. Церемония открытия состоялась в театре Цяньцзао, где также была представлена выставка национальных ценностей из фондов Государственного музея Государственного культурного центра Туркменистана. Экспозиция, включавшая декоративно-прикладное искусство, древние костюмы, ювелирные изделия и знаменитые туркменские ковры, вызвала большой интерес у присутствующих. Особое впечатление произвели древние серебряные украшения и ювелирные изделия, в том числе украшения для ахалтекинских скакунов. Конференция ООН по торговле и развитию опубликовала новый доклад о цифровой экономике, в котором подчеркивается растущее негативное влияние цифровых технологий на экологию. Согласно докладу, объем отходов, связанных с цифровыми технологиями, достигли 10,5 миллиона тонн в 2022 году, что на 30% больше по сравнению с 2010 годом. Сборная Испании одержала победу над командой Англии со счетом 2-1 в финальном матче чемпионата Европы по футболу в Берлине. Испания в 4-й раз стала чемпионом Европы, установив рекорд по количеству побед на европейских первенствах. Для Англии это 2-е подряд поражение в финале Евро после проигрыша Италии в 2021 году. Англичане по-прежнему ни разу не выигрывали чемпионат Европы. Экипаж российской команды КамАЗ-Мастер под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» 2024 года в зачете грузовиков. 2-е место досталось его товарищу по команде Эдуарду Николаеву. Бронзу завоевал белорусский экипаж МАЗ под руководством Сергея Вязовича. Для Сотникова это уже 5-я победа в «Шелковом пути». Ранее он становился чемпионом в 2013, 2017, 2021 и 2022 годах. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.